Здравствуйте, в эфире «Актуальное интервью». Сегодня мы поговорим на такую тему, как клонирование мамонтов. И сегодня в студии у нас ученый с мировым именем, американский генетик, профессор Гарвардского университета Джордж Черч. Он известен участием в ряде проектов от выращивания клеток мозга до попытки создать подобие мамонта. Он также руководит программой Personal Genome, расшифровка генетической информации добровольцев, которая может быть использована в научных целях. И он сегодня гость нашей студии. Господин Черч, приветствуем вас. Good day. Добрый день, мистер Черч. Мне бы хотелось начать наш разговор с вашей работы. Работы о клонировании, а точнее скрещивании мамонта. На какой стадии вы сейчас находитесь? So we've developed technologies that allow you to read the DNA, even very badly damaged DNA, Мы усовершенствовали наши технологии так, что они сегодня могут расшифровывать ДНК, даже самый поврежденный код с туши древнего животного. С образца код переносится в компьютерную программу, где мы его вводим в живую клетку слона. Таким образом, мы изучили 23 генома разных слонов. Половина этих соединений не выживает. На компьютере мы решаем, какой геном мы хотим получить и какие гены нам стоит изменить в клетке современного слона. И только после этого, наконец, мы проводим анализы, синтезы и вводим ДНК в клетку слона. Мы надеемся, что опубликуем результаты уже в этом году. Мы также работали над тем, что тестировали клетки в симуляторе эмбриона и выращивали его в лаборатории. Насколько я знаю, вы неделю были в Черском. Что вы там делали и есть ли какие-нибудь новые открытия? Это была замечательная поездка. С нами были Сергей и Никита. Это члены научной группы, которые ведут исследования на Северо-Восточной научной станции и Плейстоценовом парке. Они разрабатывают единую инженерную систему для восстановления травяного покрова тундры, для защиты вечной мерзлоты от таяния и высвобождения газов из-под грунта. Мне хотелось увидеть методы, которыми пользуются у вас. В целом, это была очень продуктивная поездка. See the methods they use for engineering ecosystems and learn about their science. And it was a very productive visit. А вообще, насколько реально на сегодня клонировать мамонтов? Вы уже восстановили ДНК и можете ли их ввести в современного слона? Да, мы не вернули ДНК мамонта, а восстановили его через компьютер и ввели в клетку слона. Вот что мы сделали. Но пока здесь речь идет не о возрождении целого мамонта, а только об одном гене. Но этот ген нам нужен для работы над единой системой, которую разрабатывают в Черском. Когда мы создадим устойчивых к холодам слонов, они смогут существовать с другими травоядными и перерабатывать деревья в траву. Это очень важные изменения, которых мы пытаемся добиться, и ни одно другое животное не сможет этого сделать. Нам нужен слон, который не будет бояться холодов. В конечном итоге мы можем создать мамонта для того, чтобы достичь первостепенную цель — сделать слонов устойчивыми к морозам и сотрудничать в дальнейшем в разработанной единой системе. И кто это будет в большей степени, мамонт или слон? They interbreed. They are, in a certain sense, related species that can. Это будет скрещенный вид, в любом случае, вероятнее всего, он будет родственным к другим слонам. Многие породы будут скрещиваться. Согласно системе классификации видов, в конечном итоге это будет больше слон, чем мамонт. Чем этот вид будет отличаться от обычных слонов? Чтобы выдерживать низкие температуры, его кровь должна доставлять кислород даже несмотря на мороз. У него должна быть густая шерсть, что, как вы знаете, характерно для мамонтов. Толстый слой жира и маленькие уши. В общей сложности порядка 44 изменений в генетике обычного слона. С такой же длинной растительностью? Короткая шерсть на голове и длинное на туловище. Это очень важно при таких климатических условиях.
А можем ли мы сказать, что мамонты смогут жить в современной дикой природе в Якутии или где-нибудь еще в другой стране? Elephants already are somewhat cold adapted. We want to make them more Слоны cold уже adapted, адаптированы к холодам, make them но so мы that they делаем can их work более together with the устойчивыми, other чтобы они могли жить на herbivores, the ones севере that вместе eat с другими травоядными trees. и объедать деревья, чтобы на их месте появилась трава. We hope that it will be very broadly Мы надеемся, что они смогут жить на обширной living территории в in Сибири, Канаде и Siberia Аляске. Вообще, вся and Арктика Canada занимает and по площади Alaska, wherever 10 there's миллионов Arctic, квадратных it's километров on the Земли. order of И это 10 огромная территория, которая million square помогла бы нам kilometers решить in проблемы Siberia с and углеродным Arctic alone. следом. And there's a huge carbon problem that could be solved. А какова цель этого проекта? The purpose of this project is to understand. Цель этого is проекта to понять, каким understand образом how мы to можем get помочь the индийским Asian слонам elephants расширить to их среду have a обитания, создать larger для них новые homeland, a условия, larger при этом не so they- создавая they're опасности ни endangered. для We want людей, to make ни them для not- животных, чтобы make они them жили less подальше от endangered человека. by giving them new Мы также places хотим they can помочь live разработать far away единую from систему humans. в Арктике для We того, also чтобы want to изолировать help, последствия the ecosystem углеродного следа. in the Все, что уже Arctic, попало в воздух, to должно вернуться sequester, обратно в keep грунт carbon через траву. in the В этом ground нам and to bring очень carbon сильно out of the помогут air, слоны. put it into the ground via grass, and elephants are part of that. 3 года назад вы сделали заявление о том, что за 5 лет вы найдете решение проблемы старения. Yes, so another paper that we're publishing this year is on engineering. Да, другая страница моей публикации этого года связана с разработкой генной терапии в области медицины. Мы провели тесты на животных, мы провели исследования на мышах, затем перейдем на собак, и только после публикации всех исследований мы будем применять это на людях. Средство поможет полностью изменить ход развития 5 разных старческих болезней, включая диабет, болезни суставов и почек, а также сердечно-сосудистые заболевания. И каков должен быть конечный результат этой вашей работы борьбы со старением? Well, all of these are interconnected, and our ability to read and write DNA is. Все эти технологии, связанные с возможностью расшифровывания и написания кода ДНК, очень дорогие, но в скором времени они станут доступны для всех людей. И тогда их можно будет применять в исследованиях экосистемы с мамонтами, в аграрной сфере, в посадке урожая, в медицине, делает возможным трансплантацию органов, в генной инженерии, генной терапии для борьбы с болезнями и болезнями старости. Gene therapies for very common diseases that are diseases of aging. Эти две работы связаны тогда друг с другом? Они связаны технологиями, благодаря которым возможно считать геномы. Особые локусы бактерий и архей служат для создания следующего поколения вида. Сейчас мы понимаем, что каждый может помочь в создании этого генома, что принесет большую пользу, например, в медицине. И я имею в виду, это позволит избежать серьезных генетических заболеваний. Если вы все же найдете решение проблемы старения, вы готовы на себе испытать этот метод? Я всегда принимаю участие в своих исследованиях. Никогда бы я не попросил никого участвовать в экспериментах, если бы я не попробовал прежде всего на себе. Кроме того, мы всегда предельно осторожны при масштабных клинических испытаниях. Надо учесть то, что во время таких испытаний необходимо большое количество людей, чтобы получить нужные статистические данные. И да, буду счастлив попробовать на себе средства против старения, как я это и делал раньше во всех своих испытаниях. With a large enough number of people that you can get statistical significance. So yes, I would be happy to participate as I have in the past. Спасибо большое за такое интересное интервью. Мы будем рады вас снова видеть на якутской земле. А я напоминаю, что это было актуальное интервью. Мы говорили о такой интересной теме, как клонирование мамонтов. Сегодня гостем в студии у нас был ученый с мировым именем, американский генетик, профессор Гарвардского университета Джордж Черч.